покинули эту крепость, а когда люди покидают, не спеша, они собирают все вещи. То есть особенно там, так сказать, много находок не может быть, но она уцелела. Ну а как любимые места археологов, помойки? Там всегда что-нибудь найдется. Находки есть, и вот в частности я работал в этом году там, искал надписи и наскальные изображения. Мы нашли там 2 надписи в окрестностях этого озера, в окрестностях крепости. Но археологи нашли массу архитектурных фрагментов дворца, который был внутри крепости, потому что это единственная уйгурская крепость, в которой есть дворец. Всего этих крепостей только на территории Тувы 17 известно. Эти крепости соединялись между собой валом, обращенным выгнутой стороной на север. И направлена эта оборонительная система была против государства енисейских кыргызов. Это территория современной Хакасии. Но столица уйгуров, тем не менее, была в Северной Монголии. Называлась она Орду-Балык или Кара-Балгасун. И вот эта крепость Тувинская, она в миниатюре напоминает эту столицу уйгуров. В каганской надписи говорится, что там Каган сам вещает, что он приказал выстроить стены, дворец, совершал там моление высшим божествам и повелел высечь свои письмена и знаки в окрестностях этой крепости. А почему построили на острове? С точки зрения оборонительной? Тогда это не было островом. Это озеро более позднее. И это удалось выяснить именно в ходе комплексных исследований вот этим летом. То есть она находилась на возвышенности все время? Она находилась на... Нет, там было несколько озер, к ней просто был путь. Она находилась на полуострове, скажем так. И место было достаточно уединенное, рядом целебные минеральные источники, в которых до сих пор лечится местное население очень активно. И я думаю, что это была просто у Кагана летняя резиденция, где он отдыхал от сражений. Праведных. Да, потому что он был очень воинственный Каган, очень расширил свои границы. Уйгуры получили существенную помощь от Китая, когда подавляли восстание Ань-Лушаня. Но по завершении этого восстания очень важным событием в истории региона и в истории тюркских народов было вот распространение манихейства так далеко на территории Сибири. Тут зрителям надо пояснить, что такое манихейство, чем оно отличается от всего остального. Религия пророка Мани, как ее еще называют, религия света, религия, которая учила гуманизму и добру к людям. Ну, особый тип храмов, так сказать, манихейских можно еще выяснить. Религия эта пришла с Запада, из Средней Азии. Но вот, тем не менее, как жители... храмов была манихейских? Там было обязательно с огнем, был алтарь, где горел постоянно огонь, и кровавых жертвоприношений особо не было. Вот. И, как вы правильно сказали, это, пожалуй, была первая такая не жестокая, не кровавая религия. Религия, которая учила добру, свету и гуманизму. Но уйгуры с их воинственностью их погубило, в общем-то, предательство. После кончины вот этого Кагана, который успешно совершал походы и одержал много побед, его звали Элетмиш Бельге Каган, или, как в надписях он упоминается, Мойончур, после его наследники не смогли так организовать структуру управления и, так сказать, не смогли обеспечить преданность, прежде всего военачальников. И когда кыргызское войско, кыргызы восстали и решили
совершить поход на уйгуров, то военачальник уйгурский примкнул к кыргызам, которые совершили, надо сказать, удивительный марш-бросок. До них, причем в то время знаменитого Усинского тракта не было, который сейчас является основной дорогой, соединяющей Туву с северными областями. Они прошли по реке Аны, тот путь, который когда-то проделали древние тюрки, и о чем они написали в своем памятнике. Там очень красиво написано, что снег был глубиной в копье, они шли, теряя лошадей. И там был своеобразный Иван Сусанин, проводник из племени Азов, который завел их куда-то, они его казнили. Но это было раньше. А кыргызы воспользовались этим же путем, совершили молниеносный бросок и разгромили столицу Орду-Балык, Кара-Балгасум. Причем этот разгром носил очень такой характер разрушительный. Добыча была огромная, и вот самые интересные золотые находки в Хакасии, вот прежде всего Копенский клад, это в основном предметы, которые были захвачены как трофеи. Кыргызы настолько быстро распространили свое влияние на все окрестности, что даже в истории получил этот период название кыргызского великодержавия. Это был расцвет кыргызского. Тут надо сказать, что кыргызы это не те, которые живут в нынешней Киргизии, а это кыргызы, которые по нынешним временам жили на территории Монголии. Да. Нет, это те кыргызы, которые сейчас, может быть, живут в Хакасии. Нет, сейчас живут в Хакасии, а тогда... А что такое название Хакасия? Это искаженная китайская транскрипция хагяс, слово кыргыз. Вот, так было. И просто, когда было первое административное деление, значит, вот в 20-е годы, то было дано наименование Хакасии, может быть, не самое удачное. Оно достаточно искусственное, конечно, да, потому что когда туда казаки пришли, то они хакасов, они не знали этого названия, поскольку не знали китайского, называли их просто минусинские татары, или сагайцы, если там и до сих пор, хакасы, они предпочитают всегда говорить, кто он, сагаец, каченец, бентир или... Вернемся все-таки в европейскую часть. Вот у уйгуров все с киргизами сложилось, не слава богу. А что делалось в западной части Каганата? Или в западном Каганате? В западном Каганате... Там же Византия под боком, Иран. Да, но тут мы имеем уже перед собой время, когда в Среднюю Азию приходят арабы, несут с собой новую религию, ислам. Тут таким важным поворотным моментом был 750-е годы, когда непосредственно столкнулись в районе реки Талас, это в современной Киргизии, столкнулись арабские армии и китайцы. Китайцам было нанесено сокрушительное поражение, и после этого они никогда уже на протяжении очень многих лет не стремились доминировать в этом регионе. И важными вехами тут было образование, во-первых, саманидского государства, это Бухара и отчасти, так сказать, окрестности, и Караханидского каганата. Вот этот Караханидский каганат, к сожалению, своей собственной письменной традицией, скажем, как во втором тюркском каганате или у уйгуров, где сохранились довольно большие тексты письменные, которые нам могут помочь понять историю эту изнутри. К сожалению, от Караханидского каганата собственной исторической традиции не сохранилось. Отчасти те данные, которые записывались в то время при дворе, они сохранились у историка XIV века Джамаля Карши. И вот только оттуда мы можем черпать некоторые сведения. Поэтому мы, к сожалению, не знаем даже некоторых и имен, и ни основателей, ни продолжателей этой самой династии. Вот. Но важным источником тут служат монеты. И в последнее время сделано очень много по систематизации и описанию этих караханидских монет. Караханиды довольно долго соперничали с саманидами за господство в Средней Азии над Самаркандом. Караханидский каганат, так же, как и все предыдущие
тюркский государственное образование делился на две части, вот на эту самую восточную и западную, значит, соответственно, столицами был Тарас, а потом Самарканд. И важным очень событием было официальное принятие ислама, которое произошло уже в 840-е годы с Атуком. Ислам возник в VII веке в странах Аравийского полуострова. Оттуда распространился на страны Северной Африки, Ирак, Иран и в страны Юго-Восточной Азии, Среднюю Азию и Казахстан. Основатель ислама Мухаммед. Главные принципы ислама изложены в священной книге Коране. Религиозные обязанности мусульман определяются 5 столпами ислама: поклонение единому всемогущему Богу, Аллаху, и почитание Мухаммеда, ежедневная пятикратная молитва, очистительный налог в пользу нуждающихся мусульман, пост в месяце Рамадан, паломничество в Мекку. Это вообще интересно характерно для тюркского мира, очень интересно, что там вот сейчас, например, если проследить исторически, там есть тюрки, буддисты, ламаистского толка, например, тувинцы, есть христиане, это, например, чуваши, гагаузы, уромы. Есть иудеи, это караимы, крымчаки, например. Есть мусульмане, естественно, многие народы. И шаманисты есть. Значит, то же самое. Вот, ну да. Все в одном флаконе. Да. Ну да, то есть вот, как скажем, есть в отличие от славян, которые все там, допустим, более или менее христиане в разных там толках, вот тюрки эту пестроту изначального вот этого появления своего, они смогли сохранить, и таким образом представляют сейчас все практически мировые религии. И даже христианство там представлено и православным христианством, и несторианским толком. И есть и католики, тюрки. После того, как они приняли ислам? Здесь уже можно перейти к такому наиболее крупному государственному образованию империи Великих Сельджуков. Да, вот, собственно, откуда пошли сельджуки, потому что ведь это же имя собственное. Да, имя Сельджуки, но первоначально была Восточно-Сельджукская империя или империя Великих Сельджуков. Как столица Великих Сельджуков меняла свое местонахождение. Она была и в Хорасане, и была в Мерве. Мерв – это Мары, современная на территории Туркмении. И, конечно, ее расцвет связан с именем султана Санджара. Интересным новшеством было активное строительство караван-сараев в период сельджуков. И развалины этих караван-сараев очень впечатляют, они сохранились до сих пор. И многие из них действительно являются одновременно и укреплениями, и гостиницами, и таможенными терминалами. Да, да. И, кстати, в условиях пустыни это было просто необходимо, но позволяло обеспечивать коммуникации достаточно быстро и безопасно. Расстояние 25-30 километров, больше? Больше немножко, я думаю, до 50 До 50, да. Потому что крестоносцы строили, как правило, на расстоянии часа скачки на лошади, а это 25-30 километров. Во время знаменитой битвы при Манцикерте, уже на территории Малой Азии, произошел интересный случай. В византийском войске были тюркоязычные группы. И когда две воюющие стороны услышали друг друга, то тюрки, бывшие в составе Византии, сразу перешли к агузам, перешли на их сторону. И было нанесено сокрушительное поражение византийской армии. Ну, здесь надо сделать небольшую преамбулу, объяснить, как эта битва произошла, где находится это место. С точки зрения современной географии. И как они дошли до жизни до такой? Ну, это было уже несколько позже. Сначала территории византийские постепенно уплотнялись так называемыми пограничными заставами, но это не просто заставы, это было и поселение одновременно. Это была тактика сельджуков
постепенно продвигаться и оставлять вот такие небольшие опорные пункты с населением. И когда с территории Ирана уже передвинулись на территорию Малой Азии, то это можно считать Закавказьем в определенной степени, но это северная часть Малой Азии, это Причерноморье, где население в основном составляли лазы, грузинское население было, и они более тяготели к закавказским государствам, нежели к Византии. То есть это как раз облегчило процесс завоевания вот со стороны сельджуков. В результате этого сражения византийский император Роман Диоген попадает в плен. Ну, так сказать, ему удалось выкупить себя и, так сказать, ценой огромной суммы выплаченной. Но в этот момент сельджуки далее на запад по Малой Азии не двинулись. Они двинулись несколько южнее, на юг. Было движение вот, на территории Ирака, на территорию Сирии. Ими был захвачен Мосул. Сирия тоже была византийская до этого. Да. Ну и был захвачен вот Мосул. Удивительная архитектура связана с эпохой султана Санджара. То есть он остался, ну, все правители остаются в истории, как правило, какими-то своими делами. Так вот, при султане Санджаре была удивительным образом реконструирована и налажена канцелярия. То есть было даже написано специальное руководство, сочинение, называлось Атабат аль-Кятаба «Наставление кятибам». То есть кятиб – это секретарь, наставление кятибам, то есть полная инструкция по делопроизводству. Заповедь бюрократа. Да, заповедь бюрократа, но я хочу сказать, что происходит эволюция. Если вот первые тюрки, о которых мы сегодня говорили, это были кочевники, и была совершенно иная организация, то здесь уже нужно было устраивать диваны. То есть, диван не мебель, а диваны собрания, так сказать, Совет министров и так далее. И нужно было иметь достаточно квалифицированную бюрократию, в хорошем смысле этого слова. Вот. Поэтому было налажено дело производства, это было новым явлением для тюрок. Кстати сказать, на персидском языке, что важно, потому что до этого, так сказать, все дела, видимо, решались на языке на своем. Но тогда, когда сельджуки столкнулись вот с этим оседлым населением уже там, то пришлось, вероятно, выбирать тот язык, который был, ну, может быть, более к этому приспособлен. Именно поэтому... Или более распространен в данном ареале. Да. У сельджуков была удивительная любовь к резьбе по камню. То есть архитектурные постройки того времени просто напоминают кружева. Кружева – это резьба по сырцовому кирпичу, по камню, по глине. Ганчо. По ганчу, да. И это связано с определенным временем, и потом далее не продолжается. Но в современной Турции есть, например, населенный пункт под названием Сельчук. Но он находится на западе, это уже практически район Эгейского моря, хотя он и не на берегу. Как этноним встречается сельджук и в Средней Азии. Восточное Приоралье было тем пунктом, где разделились две основные тюркские ветви. Кыпчаки пошли на север, и агузы пошли на юг. И кыпчаки пошли в Казахстан нынешний. Да, Казахстан и Поволжье, то есть вот там дальше. Сейчас две основные вот как раз ветви языковые тюркских языков. Это как раз агузская и кипчакская, или как иногда их называют, западная, восточная, северная или южная. И вот Восточное Приоралье по антропологическим данным как раз фиксирует, и по археологическим данным как раз там фиксируется вот последняя, так сказать, совместная
бытования этих народов. На этом, я думаю, мы должны сегодня завершить дозволенные речи. Я благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю на канале 365 в рамках программы «Час истины». Всего доброго. Смотрите нас.